Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаляму аля расулилlah, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Дорогие зрители, сегодня, иншаллах, мы с вами будем повторять весь материал, который мы проходили в промежутке этого времени. И таким образом мы постараемся повторить правописание арабских букв, выделяя слова из коранического контекста. Также повторим те огласовки, тематику огласовки, удлинение и будем применять на нашей доске. Например, первое слово, которое возьмем, салямун. Син, лам, мим. В кораническом контексте это слово написано таким образом. Ставим огласовку са, ла. Удлинительный знак салямун в кораническом контексте ставится вот таким образом, маленьким знаком, который мы проходили. Салямун, танвин. Салямун. Итого получается у нас здесь три буквы. Син, лам и мим. Салямун. Следует обратить внимание, что при произношении коранического текста очень важно обращать внимание на твердое и мягкое произношение. То есть это саламун нет. Буква син – мягкий звук, лям – мягкий звук, и мим тоже. Салямун. Следующее слово – каулун. Обратите внимание. Каф, вау, лям. Ставим огласовки. Ка, в, кау, кау. Это знак сукун. Кау, лун. Каулун. Каф твердый звук, лям мягкий. Каулун. Следующее слово, которое мы с вами пройдем, обратите внимание. Син, ра, джим, фатха. Ставим огласовки. Си, ра, джан. Сираджан. Сираджан. Буква син у нас ра, джим и алиф. Сираджан. Итак, следующее слово. Азимун. Айн, за, я, мим. У нас получается зы, мун. Буква айн, за, я, мим. Обратите внимание, буква я здесь играет роль удлинительного звука. И получается у нас азимун. Касра удлиняется в размере двух огласовок. Азимун. Зимун. Уважаемые зрители, на этом мы завершили наш курс правописания арабского алфавита. На следующем уроке, иншаллах, мы постараемся применять произношение и все правила, которые с вами проходили на суре Аль-Фатиха. Таким образом, мы постараемся с вами приближаться к максимальному правильному произношению, которое до нас дошло от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. На этом мы с вами завершаем наш урок. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.